понимание и внимание к роскошной камерной музыке, которая совсем скоро зазвучит с этой сцены. У нас сегодня очень шумные соседи, и вы до сих пор их слышите. И наша музыка требует особого трепета и особого внимания. Поэтому я прошу вас дать нам еще несколько минут, и мы начнем. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Ну вот видите, совсем недолго пришлось ждать, стоило только об этом поговорить. Мы рады приветствовать вас в Малом зале Башкортостан на первом ночном концерте в рамках наших камерных музыкальных вечеров. Ночь во все времена соблазняла, очаровывала, завлекала творцов всех мастей и ипостасей. Но они, в свою очередь, поддавались искушению и в честь ночи создавали романтические романсы, оды, арии, сонеты, произведения художественной и литературных жанров, которые неизменно оставались в истории как гимны большой любви. И это объяснимо, согласитесь, каждый из нас хотя бы однажды поддавался той самой неповторимой притягательности ночного лунного света. Ведь в его оптике все принимает несколько иной, более таинственный и загадочный облик. Чувства вдруг становятся острыми и обнаженными, разговоры более искренними и открытыми, а само действо может перетечь в романтическую стезю. И так или иначе, лунный свет превращает все в нечто особенное и необычное. И именно таковым будет наш сегодняшний концерт. Ночь приоткроет для нас с вами свои теплые объятия и словно звезды на небосклоне рассыплет череду музыкальных драгоценностей. Откроет наш вечер цикл немецкого композитора-романтика Иоганнеса Брамса, который широкой публике прежде всего известен своими широкими симфоническими полотнами и венгерскими танцами. Однако настоящего Брамса и самый главный его жанр мы можем назвать только песней, поскольку именно в них мы можем краешком глаза подсмотреть не за большим Брамсом, профессионалом в сфере музыки, а за Брамсом-человеком с его чувственными переживаниями, с его эмоциями. Ведь свои песни он наполнял откровенными разговорами, рассказывал о любви, о женщинах и о том, что переживал. При всем величии его симфонических партитур действительно именно песня оставалась во все времена главным жанром в творчестве Иоганнеса Брамса. В них много откровенности и личного отношения, и все это очень хорошо слышно. Послушав его песни, мы можем понять, какие темы волновали композитора в тот или иной период времени. Можем сделать выводы о его чувствах и его отношениях с самим собой и с окружающим миром. Сегодня мы с вами сосредоточимся на тех песнях Брамса, которые наиболее ярко и контрастно изображают всю палитру человеческих чувств и переживаний. Мы услышим любовное томление, для нас зазвучит и задумчивость, и сомнение, и восхищение на грани катарсиса, и даже философская отстраненность. Брамс говорил, что по расстановке пауз смело можно отличить
истинного мастера своего дела от дилетанта. Вне всяких сомнений, сам композитор был таковым мастером. Его мелодия, даже лишенная слов, красноречиво рассказывает о том, какие чувства переживал композитор и какие чувства, возможно, можем пережить и мы, пока слушаем эту музыку. Ну а паузы весьма красноречивы. Иоганнес Брамс. Избранные песни. Любовная песнь. На сцене Артур Назиуллин и Дмитрий Крюков. Вздыхая темной ночью. Как ты прекрасна, моя королева!
Тайна. Серенада.
Отчаяние. Узнал бы я обратный путь.
Я видел сон. Продолжают наш вечер сочинения еще одного композитора-романтика. Феликс Мендельсон, без сомнений, был одной из самых популярных, ярких и талантливых фигур своего времени и прославился прежде всего как автор камерных произведений. Особенно популярными при жизни композитора были его вокальные сочинения, многие из которых самим автором предназначались для исполнения под открытым небом или при свете луны. Таким образом, мы с вами сегодня в каком-то смысле исполняем заветы композитора. Ну а принципиально новаторский и свежий для своего времени жанр песни без слов, созданный Феликсом Мендельсоном, шел вразрез с музыкальными тенденциями того времени. В то время как композиторы, современники Мендельсона, создавая свои фортепианные произведения, делали ставку прежде всего на яркость, бравурность, техническую виртуозность произведений, Мендельсон обратил свой взор в совершенно другую область. Он захотел заглянуть в глубины человеческой души.
Самую первую из своих песен без слов он сочинил, будучи совсем юным 20-летним человеком, находящимся в начале своего творческого пути и вдохновленным путешествием по Италии и Швейцарии. Последнюю же из них он завершил всего за 2 года до своей смерти, таким образом создав 8 тетрадей и 48 пьес. Без преувеличения это, с одной стороны, такая простая и лежащая на поверхности, а с другой стороны музыкально очень многослойная идея составила труд целой жизни этого композитора. Музыка Мендельсона пленяла современников легкостью восприятия и одновременной глубиной чувств. В этих миниатюрах, без сомнения отмеченных печатью некого благородства и аристократизма, мы находим тонкий душевный мир композитора, который рассказывает про лирику и поэзию чувств. Независимо от того, чем вызвано то или иное состояние, выраженное в этих песнях без слов, возможно, это отклик на внешние события в мире или сиюминутное душевное переживание, так или иначе, эти сочинения – настоящий калейдоскоп человеческих переживаний. Феликс Мендельсон. Избранные песни без слов.
Имя следующего композитора, чье произведение вы сейчас услышите, в 2023 году с новой силой гремело на всех академических сценах не только нашей страны, но и всего мира. Ведь в 2023 году отмечалось 150-летие со дня рождения великого русского композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Имя этого композитора неотделимо связано с самим понятием «русская музыка». Ярчайший представитель национальной традиции, при этом он близок и понятен слушателям всего мира. Его оригинальный музыкальный язык, нашедший себя на стыке национальной, народной, духовной, профессиональной традиций, своеобразная, блестящая фортепианная фактура и масштаб оркестровых и хоровых партитур. Все это обеспечило Сергею Рахманинову значительное место в истории мировой музыки. Среди его монументальных симфонических сочинений в творческом наследии композитора нашлось место и камерным произведениям. И хотя сам композитор не проявлял большого интереса к камерному инструментальному ансамблю, однако те немногие произведения, написанные в этом жанре, смело можно назвать жемчужинами рахманиновского творчества. Именно таковой является соната для виолончели и фортепиано. Произведение зрелое, уравновешенное, проникнутое лирическим душевным порывом и возвышенной искренностью чувств. Музыкальная ткань этого сочинения, легкая, невесомая, словно живая, как будто бы постоянно находится в движении и дышит, напоминая привольную, от души льющуюся песню среди широких природных просторов. Сергей Рахманинов. Анданте из сонаты для виолончели с фортепиано в переложении для кларнета и фортепиано.
Завершит наш вечер сочинение, которое просто не могло не прозвучать в концерте, посвященном магии звуков и лунного света. Французский композитор Клод Дебюсси поистине уникальная личность, ведь его музыка лишена какой-либо борьбы, противостояний, испытаний судьбы. Все, что можно получить от его музыки, это противоположное всему перечисленному. Вдохновение, умиротворение, созерцание и душевное равновесие. Пьеса, которая сейчас прозвучит, входит в знаменитый цикл «Бергамасская сюита» Клода Дебюсси, и первоначально он планировал назвать ее «Сентиментальная прогулка», однако вовремя наткнулся на вдохновившее его стихотворение поэта-символиста Поля Верлена и озаглавил свое сочинение так же, как и один из стихов этого популярного поэта «Лунный свет». Намек — это один из ключей к музыке Клода Дебюсси. В центре этой пьесы, скорее всего, не сама луна с ее освещением, а наблюдатель, который пытается уловить вечно ускользающие блики света, отражающиеся от воды, и созерцает то самое неповторимое, существующее только прямо сейчас мгновение. В завершение нашего вечера Клод Дебюсси, Бергамасская сюита «Лунный свет».
прекрасным романсом Сергея Васильевича Рахманинова «Здесь хорошо». Дорогие друзья, мы благодарим вас за ваш теплый прием и внимание. Приглашаем вас на наш ближайший концерт Госоркестра Башкортостана, который состоится 6 мая в Большом зале Башкортостан, где прозвучит великая 7-я Ленинградская симфония Дмитрия Шостаковича. Благодарим вас за чуткость и внимание и до новых встреч.